Уважаемые гости, мы рады видеть вас на концерте фортепианной музыки «Казахская рапсодия», которая проходит в рамках фестиваля «Казах Пиано Фест 2023» в честь 95-летия Евы Коган. Спонсор проекта – Банк РБК. Исполнительская палитра Евы Бенедиктовны Коган была очень разнообразной, от классики до современности, в том числе произведения казахстанских композиторов. Кроме того, пианистка является редактором и первым исполнителем сочинений отечественных композиторов и активным популяризатором их творчества. Сегодня вы услышите произведения под редакцией Евы Коган и сочинения, которые были посвящены ей. Откроет наш концерт произведение Ахмета Жубанова «Таджикский танец номер 10». На сцене лауреат международного проекта Kogan's Competition, ученица Центральной музыкальной школы города Тбилиси имени Палиашвили Нино Казрелишвили, класс преподавателя Мананы Барадашвили. Интеллектуальная музыка Газисы Жубановой была близка по духу Еве Бенедиктовне. Их творческое кредо во многом совпадало, поэтому Газиза Ахмедовна доверяла как высокопрофессиональному музыканту первое исполнение своих новых произведений. После ухода из жизни Евы Коган в память о ней Газиза Ахмедовна написала 3 прелюдии под названием «Ева». Основу прелюдии составляют 3 ноты – ми, фа, ля, что означает «Ева». Сейчас прелюдии исполнит для вас внучка Газизы Ахмедовны, композитор, пианистка, выпускница Московской консерватории Карина Измаилова.
Вашему вниманию предлагается произведение «Азкарма» нашего современника Бакира Баяхунова, концертная пьеса для фортепиано на тему Давлеткерея, вторая редакция. Название кюя переводят как «посвистывание». Не случайно в нем частое повторение одной песенной фразы, с которой не хочется расставаться. Это особенность оригинала, подчеркнута во второй редакции. Данная пьеса была написана по просьбе Евы Коган для выпускницы Наили Баяхуновой. Итак, Бакир Баяхунов, концертная пьеса «Азкарма» памяти Евы Коган. Исполнит произведение лауреат международных конкурсов, художественный руководитель фестиваля Ерназар Гимарат. Класс Евы Коган окончили яркие пианисты, которые на сегодняшний день продолжают идти по светлому пути своего педагога. Одной из выпускниц является Гульжан Узенбаева, пианистка, композитор, заслуженный деятель Республики Казахстан, профессор Казанской национальной консерватории имени Фурманғазы. Гульжан Еркиновна в память своего педагога посвятила произведение под названием «Фантазия», которую вы сейчас услышите в исполнении самого автора. На сцене Гульжан Узенбаева.
Композиторы от самых начинающих до маститых доверяли Еве Бенедиктовне свои фортепианные опусы, зная, что в ее лице найдут бережного, чуткого, тонкого интерпретатора, а также высококвалифицированного редактора. Яркий пример этому — 3 прелюдии Газизы Жубановой под редакцией Евы Коган. Исполнит лауреат международных конкурсов, доцент Казахского национального университета искусств Дана Жубанова-Али. Яркий казахстанский композитор Нагиб Мендегалиев занимает особое место в развитии музыкального искусства Казахстана. Одним из его популярных произведений – поэма «Легенда о Домбре». По сей день многие не знали тот факт, что Ева Бенедиктовна и тут стала первым исполнителем. Сегодня данное сочинение входит в репертуар многих пианистов, но переняв лучшие навыки своего педагога,
Алтай Хусаинов создал свою интерпретацию. Вашему вниманию мы представляем поэму «Легенда о Домбре» в исполнении заслуженного артиста Казахстана, профессора Казахского национального университета искусств Алтая Хусаинова.
заслуженный деятель Казахской ССР, профессор, доктор искусствоведения Борис Ерзакович написал фантазию на тему «Ямурай» для двух фортепиано в 1959 году. Исполнители – фортепианный дуэт «Үндесу» Алмагүл Қонысбаева и Ерназар Гимарат.
когда мэтр композиторской школы Казахстана Евгений Брусиловский написал 24 хореографических танца. Ева Бенедиктовна сразу же представила их на кафедре, и имитация домбры в этом произведении настолько была точной, что вызвала восторг у всех присутствующих. Техника исполнения была на высочайшем уровне, не говоря уже о звуке. Услышав его шестую симфонию Сарыарка, Ева Коган предложила ему переложить для 2 фортепиано, чему композитор только обрадовался. Премьера и запись прошли на радио. Исполняла Ева Коган и ее ученица Людмила Зельцер. Спустя долгое время это сочинение вернулось на сцену, и вы услышите его в исполнении Алмагуль Кунусбаевой и Ерназара Гимарат. Евгений Брусиловский, финал симфонии Сарыарка в переложении Евы Коган.
Силой своего исполнительского таланта Ева Бенедиктовна создавала в исполнении произведений казахстанских композиторов яркие, незабываемые художественные образы, пронизанные национальным колоритом. Одним из таких сочинений стала «Казахская рапсодия» для двух фортепиано композитора Анатолия Пучкова, ее супруга. Пианистка была первой исполнительницей и редактором этого сочинения вместе со своим братом Семеном Коганом. Данное произведение показательно как в плане сольного, так и ансамблевого исполнения. «Казахская рапсодия» была написана Анатолием Бычковым в 1965 году, сразу же как ансамблевое сочинение для двух фортепиано. Итак, Анатолий Бычков, «Казахская рапсодия» для двух фортепиано. Исполнители Гульжан Узенбаева и Дана Жубанова-Али.
Приглашаются на сцену участники концерта: Нино Казделишвили, Грузия, Алтай Кусаинов, Гульжан Узенбаева, Дана Жубанова-Али, Алмагуль Кунсбаева, Карина Измаилова и Ерназар Гимарат. Уважаемые участники, примите от международной творческой организации Art Forum of Казахстан букеты, а также сборники сонаты для фортепиано Бакира Баяхунова. Мы были рады сегодня увидеться с вами. Приглашаем вас на завтрашнее торжественное закрытие фестиваля, который состоится в Большом концертном зале консерватории в 19:00. Благодарим за внимание.